Сағылы телесерділер, кенеде қош келдіңіз, яйынымызға саба яйыныз сізні қуандырмаға девам ете ве ашықа. Әлбетеке, мультфильмден сон әдетлерімізге көре студиямызда сізні мұсафыр еле мерақлы субет беклей. Бүгін де шымды студиямызда мерақлы бір инсан болынмақта. Шымды әделе оны тағдым етедек, сонра есе біздің мерақлы ве ажайып субетімізге бұйырыңыз. Elbette sübetіміздің sonunda bir sürpriz sizni bekley, ama dostlar, şimdi мен belesem taqdim etmege vaqt geldi ve sabırsızlıkla sübetімізге geçmege isteredik ki, yerci ve çalgıcı Hasan Bey Şabutov. Selamun aleykum, hoş geldiniz. Sabah şerifiniz hayırlı olsun. Sabah şerifiniz hayırlı olsun. Sağ olunuz, gelgeniz için. Студиямызны ярыштырганыңыз үшін. Асан Бей, с чего начинается ваше утро традиционно? С чашечки кофе. Как всегда принято у нас. Аллаху шукр. С чашечки кофе, да. Асан Бей, поете ли вы с утра, распеваетесь ли? Нет. Почему? С утра. Ну, с утра вокалисты, конечно, не распеваются. По мере, смотря во сколько засыпаешь, голосу нужно хорошо выспаться. Это во второй половине дня самое хорошее время для пения. Это для меня так. А если у вас какие-то секреты, вот как, например, что надо выпить, например, с утра, я имею в виду, возможно, какие-то правильные чаи, какие-то лекарства, настой, чтобы голос в течение дня, например, был правильно поставлен? Или это ничего таких нет секретов? Нет, это простые профессиональные навыки. Перед пением всегда человек распевается перед. За час до пения. Все просто. А вот я слышала такой стереотип, что певцам нужно пить сырое яйцо, гоголь-моголь, да, как мы его называем. Правильно ли это и улучшает ли оно? Никогда не пил, не знаю. Не пробовали? Не знаю. Просто певец, он в чем плане, в каком плане удобно ему, что он может петь везде, где находится. То есть и в автобусе, и в дороге. То есть для этого не нужно. Ты можешь идти где-то гулять и распеваться потихонечку, петь, что-то напевать себе. А были ли такие, возможно, казусные ситуации, когда вы шли, пели, думали, что тихо, и начали понимать, что люди оборачиваются, что ситуация... Не было? Асан Бей, расскажите вообще, как вы попали в мир творчества, как началась ваша вот эта творческая дорога, с чего, как вы помните это? Ой, мы музыкой занимаемся с детства, я с братом. Нам 14 лет или 13 мама купила гитару, и мы начали заниматься музыкой. И до сих пор вот играем. Музыка всегда нравилась. Мы всегда слушали, ходили на свадьбу. Раньше это у нас во дворах везде свадьбы проходили, слушали музыкантов. Ну так потихонечку начали заниматься. Вы ходили в музыкальную школу по классу гитары? Да, нет, я закончил музыкальную школу по классу кларнета. Нас родители отдали. А потом уже в юношестве начали заниматься гитарой. Машалла. Асан Бей, ваш основной репертуар, о чем вы поете и о чем вы любите петь? Сейчас я больше занимаемся такой поп-джаз. Поем. В основном в нашем репертуаре это англоязычные песни, джазовые стандарты. Ну и, конечно, татарские тоже поем песни. Есть какие-то свои авторские песни. Но в основном, конечно, больше всего работаем это джазовые стандарты поем. Вот вы говорите джазовые стандарты, а народные, возможно, крымско-татарские песни, либо вот крымско-татарские песни с национальным колоритом, как-то пробовали уже менять на джазовый стиль, либо нет? Да, были несколько песен, которые мы... Ну, это не сказать, что это джазовый стиль, ну, такой, можно сказать, преджазованный. Немножко такой, да, как называется... Популярная музыка немножко с джазовыми там элементами. А какие это были песни? Это была песня, но это не народная песня. Лейлям была песня такая.
Это композиторская песня, но вот мы ее как бы сделали в своем видении. Потом была песня «Балахчи», это народная песня. Но это не джаз, это такой джазовыми элементами, можно сказать. Асанбей, вот вы говорите «мы», это, я так понимаю, вы и ваш брат. Да, у меня брат. А как так получилось, что вот в вашей семье вот двое певцов? Ну, у нас в роду Брат вообще, у нас в потянулся роду... за вами? Не, мы всегда вдвоем. Он учился тоже в музыкальной школе, и мы вместе, и до сих пор мы вместе работаем. Аллаха шкур, мы как-то, судьба нас всегда вместе держит. Мы всегда вдвоем. Ездим, работаем. Аллаха шкур. Вы сказали, у вас в роду... У нас близнецы, да, у него и у отца были близнецы, у мамы в роду тоже есть близнецы. И вот так получилось, что... Ну, то есть у вас брат-близнец, да, правильно? Да. Ой. Машаллах. Асанбей, ваша первая песня, помните ли вы ее, о чем она была? И когда это было? Наша первая песня. Когда вы вышли на большую сцену и уже вот... Ну, вообще наша профессиональная карьера началась с театра «Зарем и Ханум». Нас пригласила она, у нас было прослушивание, нас пригласили, мы работали у них. Первые профессиональные, конечно, выступления, это было в этом театре. Был хороший такой здоровый коллектив, профессиональный. Я думаю, что из самых лучших музыкантов Крыма он был составлен. Ну, наши первые песни, уже это было после того, как татарский театр, потом этот театр просто распался там. И наша первая песня, авторская, это была песня «Геджамыс». Тогда на тот момент была программа «Шелеле». Им как бы были первыми одними, которые выступили на этой программе. Была песня «Геджамыс». Самая, я думаю, наша первая, которую мы первую написали песню. И вот она всегда осталась в нашем репертуаре. Как бы первые песни, они всегда остаются в памяти. Вы являетесь автором песен. Есть ли ваши песни, которые написаны вами, вашим братом? Да, есть. О чем они в основном? Их основная О любви. О любви? Да. Асанбей, расскажите нам о моменте переезда, возвращения на родину, когда в сложные 90-е годы весь наш народ массово возвращался, и как бы остро стоял вопрос жилья. Все начали строиться, и многие бросали карьеру, многие бросали свое творчество, свои стремления, все бросали там, в Узбекистане, и возвращались сюда, в Крым, для того, чтобы начать здесь, на своей родине, новую жизнь. Как этот период состоялся у вас? Не был ли он переломным? Мы вообще приехали сюда, в Крым, уже. Родители наши переехали в 1987 году. Мы были на тот момент в армии. С армией мы приехали прямиком сюда, в Крым. Да, конечно, первый год мы жили в селе, работали в совхозе. Год на тракторе даже я работал. Но не оставляли творчество, да, при этом? Нет, не оставляли, и у нас вообще в мыслях не было. Просто нам надо было год, у нас не было закончено, мы учились в вечерней школе, короче, у нас не было, год надо было отучиться, и мы учились год, и через год мы приехали в Симферополь, поступили в училище культуры, мы закончили, и все пошло. Ну, в мыслях вообще такого, конечно, не было. Есть, конечно, много музыкантов, которые завершили свою карьеру, но у нас такого не было. В мыслях даже всегда думали, что надо отучиться, работать, и вот до сих пор мы работаем. Машаллах. Аллах. Асанбей, а какая ваша сейчас основная площадка для выступлений, где вы сейчас выступаете, и какие у вас планы на будущее, где бы хотели выступить, возможно? Последние 2 года мы работаем за границей. Сейчас, вот этот год, мы здесь, в Крыму, да. Мы выступаем на разных площадках, в основном концертная деятельность, выступления. И, как я уже говорил, я повторюсь, мы играем в основном англоязычную музыку сейчас. Татарские какие-то проекты, нужно что-то делать, но пока, знаете, музыкант подстраивается под то, что нужно сейчас народу. То есть
то, что просят. То есть мы играем сейчас эту музыку, за которую нам платят. Работаем. Конечно, хотелось бы заниматься творчеством, но все упирается в финансов, потому что нужно приглашать музыкантов, за это надо платить, студии, это все стоит денег. Ну, пока мы занимаемся только концертной деятельностью. Асанбей, для каждого человека кто-то является примером, стремлением, целью. Вот хочу быть похожим на него. На кого бы хотели быть похожи вы? Кто является вашим примером в творческой деятельности? Очень много музыкантов. Например? Которые... Ну, это в основном, конечно, иностранные музыканты, на которых мы как бы воспитывались. Вот. Асанбей, мы знаем, мы сегодня подготовили нам сюрприз, песню. Расскажите, пожалуйста, нам об этой песне пару слов. Я уже приоткрыла маленькую такую. Эта песня, да, вот это наша первая песня, которую мы написали с братом. Она называется «Gecemiz». Песня о любви. И эта песня, вот я не знаю, как для телезрителей, для людей, она всегда мне нравится, потому что была написана как бы на дыхании, на одном. И что можно сказать, надо ее спеть. Чем вы вдохновились, прежде чем ее написать? Это была большая любовь? Нет, это просто было вдохновление музыканта. Обычно вдохновление приходит от того, что ты слушаешь. Конечно, бывает, и, может быть, и какие-то другие какие-то, но у нас было, конечно, влияние музыки. Çok sağ olun, Асанбей, что ответили на наши вопросы. Сейчас с удовольствием послушаем ваш сюрприз для наших телезрителей. Çok sağ olun, творческих. Но прежде чем послушаем сюрприз, хотели бы попросить вас пожелать что-нибудь нашим телезрителям. Что бы вы хотели пожелать, возможно, посоветовать? Хочу пожелать нашим телезрителям в это несложное, в это нелегкое время больше терпения, берегите себя. Потому что здоровье, самое главное, будет здоровье, будет у нас все в жизни, иншаллах. Что хочу пожелать? Терпения, счастья, любви. Любите друг друга. Мы, в свою очередь, желаем вам творческих успехов. Seni kurdum bu düşümde, karanlık düştü yaş yüzüme. Hey, bu düşler tatlı pek, bekleyim seni pek düşümde. Düşümde saçların kara gece gibi, uçarsın gökte yıldız gibi. Bu yollar uzak pek, bekleyim seni pek düşümde. Düşümde gecemiz, gecemiz sevgi dolsun. Ömrümüz için olsun. Bu düşler gecemiz, gecemiz sevgi dolsun. Ömrümüz için olsun bu düşler. Aradan çok yıl gelip geçse, bulutlanıp ezilip bitse, bu yıllar uzak pek, severim seni pek düşümde, düşümde.
Gecemiz sevgi dolsun, ömrümüz için olsun. Buluşlar her gecemiz, gecemiz sevgi dolsun, ömrümüz için olsun. Buluşlar. Gecemiz, gecemiz sevgi dolsun, ömrümüz için olsun. Buluşlar her gecemiz, gecemiz sevgi dolsun, ömrümüz için olsun. Buluşlar. Arkadaşlar çok sağ olunuz. Buna böyle şen, meraklı ve romantik noktada dostlar yayınımızı devam edeceğiz. Ne bittiyse rubrika bizle olunuz.